Я вам хочу просто сказать, что законодательная ветвь власти, я им сегодня это сказал, и даже дважды это сказал, мы должны жить по Конституции. Он же начал меня отчитывать, этот Джамгурчиев. Кто он такой, чтобы меня отчитывать? От имени народа он не может со мной разговаривать. Почему не может? Нет, он не может. Как Джооху Кенеш весь, он представляет народ, а Джамгурчиев, он там своих избирателей пусть это развивает. Поэтому я так попросил дисциплине, чтобы он не говорил, потому что мы тоже представляем президента Кыргызской республики, который избран народом. И согласно новой конституции он формирует исполнительную ветвь власти. Исполнительная ветвь власти формируется президентом. И мы исполняем его программу. А представьте себе, если каждый депутат нам будет в режиме там, то ли президента, то ли премьер-министра, то ли вице-премьера давать вот эти советы и требовать, чтобы мы каждое там его решение исполняли. Это же какое-то узурпация получается конституционных полномочий исполнительной ветви власти, нарушение Конституции. И это всего можно было бы не замечать. Почему мы 10 лет прошлые, после 2010 года, даже до этого, почему мы не развивались? Потому что мы не так сели. Парламент, он превратился, вот вы знаете, такой дискуссионный клуб, общество полезных советов. Каждый сам себе там, а давайте так сделаем, а давайте так сделаем. И вот правительство ходило, там смотрело, как мы что-то делаем. Мы сейчас четко знаем, что делать. В каждом районе, в каждом секторе. У нас программа выверенная. Мы четко уверены, знаем. И на этом основании, на основе нашей программы мы под обещание, под наше получение, мы выполняем ежедневно задания президента Кыргызской республики, кабинет министров. А здесь вы думаете, что мы каждый день здесь должны ходить? Здесь сотни наших сотрудников, они вот каждый день, не один день, не 2 дня, по 3-4 дня, неделю они здесь сидят. И так не должно. Мы как-то должны все-таки разобраться. Мы должны научиться, это не я вам говорю, что вот Эдиль Байсал что-то говорит. Просто посмотрите другие парламенты. Посмотрите, как все это там происходит. Так. Мы неправильно сейчас сидим, понимаете? Мы не в старых рельсах едем. Вот предыдущий парламент вот так работал, довел предыдущий парламент вот 10 лет. Вот как бы вот, мы же видим же результат нашей экономики. Результат и экономики, и государства, и везде, всего. Вот это говорильня. Из этой говорильни оно ничего не вышло. Поэтому мы сейчас должны жить по новой конституции. Исполнительная ветвь власти знает, что делать. Выполняем президентскую программу, а депутаты должны принимать законы. Ну и где-то там исправлять. Иногда некоторые, конечно, наказы, там что-то притворять. Это принимается к сведению нами. Не в порядке там, чего изволите, как нам еще что-то там сделать. Нам не нужно для того, чтобы разговаривать с народом, там какие-то посредники. Мы так и так работаем на народ. Но дайте нам работать на народ, а не сидеть на, знаете, на заседаниях. Так получается. Я вам просто сегодня, конечно, я тоже, лишь бы там пройти, лишь бы там промолчать, но не получится. Потому что я говорю то, о чем молчат все остальные. Мы не можем дальше так продолжать жить. Мы должны все-таки привести в соответствие работу всех наших конституционных органов власти в соответствии с новой Конституцией, в соответствии с устоями всей этой демократии. Почему? Все это должно эффективно. Законодательно должно заниматься законодательство, исполнительная ветвь власти должна заниматься исполнителем. А то у нас получается взаимные споры и упреки. Поэтому... Хорошо, Джооху Кенеш законодательная власть, но у нее же есть функция контроля еще. Контроля, да. Ну вот когда речь же про протокол, там этот человек мне там вышел и там каждый пункт там что-то исполнил, не исполнил. Вы знаете, вот нельзя на себя такие полномочия брать, исполним. Мы должны принимать это к сведению. Исполнительная ветвь власти, у нас есть свое руководство, у нас есть собственная программа, и мы там его делаем. Мы ботаническим садом начали заниматься еще до того, когда здесь этого вопроса и не стоял. И мы будем его заниматься, и мы обязаны этим заниматься. Но вот речь идет просто про то, что, конечно же, мы в течение не сразу, но через год, через 1,5-2 мы должны все-таки прийти к единому пониманию, что есть парламент, что есть исполнительная ветвь власти, как работает Конституция, как работает демократия. Все это сделать очень порядок привести и эффективность повысить. Вы сейчас согласитесь, что эффективность сейчас маловато.